Таисия Николаевна, когда началась война, вам было всего 4 года. Да. А что вы помните послевоенное время? Чем оно запомнилось? Знаете ли вы людей, которые ушли на войну и не вернулись? Может быть, это были члены вашей семьи, родственники? Членов нашей семьи не было, вот то, что только отца на трудармию сюда взяли. Это я помню хорошо, потому что мама моя ходила пешком, и что нашла, то привозила ему. И воспитанием тоже тут было плохо. А в какой деревне вы родились? Деревня Кулаева. И там и жили послевоенное время, да? Район. Да. Мы жили, сколько я помню, жили все время там. Это была большая удмуртская деревня. Большая удмуртская деревня. А сейчас еще больше, можно сказать. А сколько там дворов было? Где-то 80-90 дворов. Примерно так. А помните время, когда вы еще в школу не ходили до войны? А может, помните время, как в школу пошли первый раз? В школу, школьные годы я хорошо помню, а до школы почему-то я так особо не помню. А помните, как пошли в первый класс? Первый класс мне шили из холста холстовую сумку, и так вот одевали, и больше у нас и ничего и не было. А в сумке что было? Ни книг, ничего, мы книги друг другу передавали. Учительница скажет, вот ты сегодня эту книгу ты сегодня возьмешь, а завтра ты возьмешь. Книг не было. Писать было, тетради я не помню, писали мы где попало, то где-то газетка попадется, где-то что. Ну, старший брат, это, спасибо ему, учиться хотелось, да? Царство Небесное. Он, можно сказать, он очень, мне лично он очень-очень помог во всем. И он привозил нам, он в 14 лет уже ушел из дома, устроился в Агрызии на железную дорогу. И оттуда какие-то плакаты приносил. И на этих плакатах написали. И мне этим повезло. Чернила, ручки, ну, ручки не такие шариковые были, макали. Чернильницу он мне как-то тоже пристроил, принес или как ли. Ну, макали так вот, не проливалка называлась. Так вот, наклонишь, А зимой? А зимой мерзли. Не замерзли чернила? Нет, у нас в школе было тепло. Да, хорошо. В школе. Эту школу я до сих пор жалею. Почему? Потому что там учительница жила с нами, как вроде в одной группе мы играли. Она нас учила и в школе, и вне школы учила. Вести как себя. А много было детей в классе? Детей в классе очень было много. Как она успевала, учила, я сейчас не представляю. Это, наверное, малокомплектный класс, может, был? Не один класс? Первый, второй сразу? Первый, третий, по-моему, и второй, В одном четвертый. классе, да? Да. В одном классе, и вот это две программы, можно сказать. Таисия Николаевна, а что запомнилось из трудностей после военного времени? С чем, о чем вспоминаете с болью? Что было трудно особенно? Ну, с болью особо уже как-то вроде 50-е Забылось, годы. да? Боль была в детстве. От чего? То, что не было есть нечего. Голодали, можно сказать. Голодали. А что ели? Вот эти лепешки крахмальные. Траву. Первая трава, как пойдет, зелень, это начинали с крапивы. А дальше трава какая еще съедобная. Лебеду. На хлеб лебеду мололи, собирали. По полям, где находили. До меня старший брат, старше меня. Мы все время, нам отец телегу сделал. На этой телеге мы эту лебеду возили, сушили, потом на мельницу. И сколько вон там, горсточку, может быть, на трудодни хлеба, муку какую-то дадут. И этой лебедой перемешивали. А то одна лебеда, ведь она рассыпается. Мы, например,
на лебеде почему-то остановились. Лебеда же она не горькая, ничего. А кто-то ели опил, кто-то ели молодую липу, листья, Мгм. обдирали. Так, а сахар, хлеб, белый, черный. Да какой там, по мне не было этого. Знать не знали, что такое может Нет, быть, да? Нет, по мне этого не было. Мгм. А Ну, сахар мясо. когда-то, уже когда-то, в 50-х, в конце 50-х, что ли, сахар появился, ну, комками он такой, Так, нам большой. Да и как вам давали? Откусывали по кусочку? откусывали, или отец вот так положит, я это очень хорошо Да. помню, ладошку положит и так вот этим ножом тыльной стороной откалывал, Мгм. крошки себе в рот, а Так. маленько вот постольку нам. На Мгм. стакан чая вот вам, и все, как хотите. Так, наверное, еще прятали в сундуке сахар. Прятали, я помню, ворвала. Да. Ворвала. Вот эта грешница я, Мгм. блудница. Ну, Выслежу как, куда мама спрячет, выслежу, высмотрю. Ну, а потом и меньше меня еще есть там, так все равно как-то я это... Не только для себя это я старалась. Делилась с ними, и мне тоже их жалко в малышей. деревне работали с малолетства. А вот С малолетства. а на общественных работах с какого времени начали работать? В колхозе? Какой работой занимались? В колхозе класса с 4 или с 3 нас уже привлекали к работе. Ну, сколько лет вам было? Полоть, например, поля полоть, зелень Сколько лет полоть. вам было? 10? Ну, Миша? где-то 8-9. Да. Да, 8-9. 10 это уже большой человек. И вы наравне со взрослыми ходили на Конечно. работу? Ну, наравне как получалось. Мгм. Взрослый малыш, Мгм. взрослый объясняет, малыш делает. И играть-то оставалось время? Конечно, оставалось. Разве себя видишь перед ними? А какие были игры у вас? Игры Где-то на качели были? Мы играли в лапту, качели, там старшие Вот парни, интересная игра, мы ребята, тоже да, еще играли в да. лапту. Ой, как бегали мы, ой, как это прямо спорили, кто выиграл, кто не выиграл, почему, из-за чего мы выиграли. Там капитаны были, Мгм. выбирали. Капитана нас ругали, почему вот ты слабо играешь, почему вот ты подводишь вроде как что группу эту. Ну, интересная игра была, интересно играли мы. Кристина Николаевна, а вот помните телевизор, как первый появился? Радио, может быть, в деревне? Событие это было, не событие для вас. Телевизора у нас не было в деревне. А вот патефоны? Патефон, вот это да, патефон, старший брат. Раз в 14 лет он ушел из дома, значит, уже зарабатывал, и он привез патефон. Что за патефон? Интересно, коробка вот такая. Мгм. Патефон и, значит, эти пластины. Он показал нам, как это играть, иголки как менять показал, как надо, ручка там была, заводить. Все, как показал, значит, и мы, не переставая, крутили, вертели вот это все. А что за песни это были? Ой. Вот музыки, наверное, еще не было. Песни, по-моему, там были больше Шульженко, Ого. военные Песни. песни, Мгм. Утесов, наверное. Утесов. Зандерна попозже появился, он уже 60-е годы. Утесова были пластинки. Ну, пластинок очень много было. А не помните, свадьбы, может быть, проводили? Свадьбы удмуртские, конечно, проводили, но не такие же они пышные были, то, что вот сейчас Мгм. хочет... Ну, традиционно, сначала у невесту покупали невесту, да, потом ехали к жениху в деревню. Или это в одной деревне все происходило? Нет, Вы сами были участниками свадьбы? откуда невесту везешь, а Мгм. куда девушка выходит? В разные деревни все это мешалось. Ну, а если полюбили из одной деревни, Таисия Николаевна, вот такой вопрос хотела вам задать. Помните ли вы, о чем мечтали
О чем мечтали? детстве? Мечтали о хорошей жизни. Ну, Где-то что для вас это где-то было? мы ведь узнавали, где-то видели, например, у нас Норья, это, можно сказать, деревня интеллигентов была. У нас был МТС, в МТСе инженера были, городские люди приезжали туда, работали грамотные люди. Поэтому мы поглядывали на них, как они одевались, как они вели себя интеллигентно. А мы, ребятня такие, ничего русские бы ничего не знаем. Здравствуй, до свидания, может быть, только научились. И вот об этой такой хорошей жизни мечтали мы тоже. Вы мечтали стать интеллигентной. Так вот я вам скажу, Таисия Николаевна, мне кажется, вы самая интеллигентная женщина. Ведь интеллигенция это не обязательно образование. Вот вы остались такими... Поведение. Мне нравились, например, как они ведут себя на улице. Поведение нравилось. Их поведение. Не шалтай-болтай так вот. Но они были примером, да? ведь? Да. Я всегда хотела быть вот именно как они. Вот у вас На них я у вас заглядывала. получилось. Всегда. Почему-то не получилось, но особо не получилось. Но ведь, А что не получилось, как вам кажется, в жизни? ну, например, высшее образование не получила. Ну а зачем вам высшее образование обязательно? Значит, не вам нужно было получать. Вот Ну, был да, такой... даже в ремесленное Да. я не сумела поступить. Был Хотя такой... с надеждой с такой я шла пешком 40 километров. И на тебе. И мы, по-моему, даже на обратный путь у нас силы не хватило. Мы вдвоем с девушкой из одной деревни были. Соблазнились. Я ее, она меня. Так мы, по-моему, даже спали где-то в подворотне у кого-то, в конце города. И как это вот, никто нас не тронул, и никто, и я сейчас удивляюсь. Сейчас не посмеешь так вот, мне кажется. Таисия Николаевна, а какое вам время, кажется, все-таки было самое у вас счастливое? Сейчас, в молодости, попозже, когда уже жизнь стала сытная, когда сахар был побольше. Сахар был больше. Еще этот брат же нам чемоданами возил, целый чемодан привез как-то пряников. Мы пряники не едали, не видали, что это за пряники. Он нам целый чемодан привез. И мы вытаскали, я лично, наверное, сама вытаскала. Мама посмотрит, утром я смотрю, она уже туда смотрит, убавилась, не убавилась. Ой, я так вот потрясу, чтобы места не осталось. Возьму пряника два, ведь берешь до кубая. Хоть бы, думаю, она не поняла, хоть бы она не поняла. Себе возьму, детям отдам. Вот это ведь вот как, вот это пережить надо. Ну, слава Богу, что вот брат, вот этого брата я, и он ко мне приезжал сюда, в Украине жил. Мне, конечно, не пришлось туда съездить до него. И в письме я ему всегда благодарила, только за счет его мы выжили, мне кажется. А самое счастливое время я не могу определить. Мне кажется, в моей молодости, молодость моя счастлива была. Как-то... Ну вы можете определить, потому что вы сейчас счастливы, глядя на вас. Не знаю, сейчас я счастлива или нет. Но все равно я на свою жизнь не обижаюсь ни на какое время. Вот молодцы. И с малых, и молодости, и детства, надо сказать. Хотя и мы не особо что было, раскулачили. А все равно я не обижаюсь. Все равно как-то, ну, выжили как-то. Своим трудом, своими стараниями. Я хочу вас поблагодарить за беседу, за то, что в наше время с нами поговорить. Поэтому пусть это состояние вот ваше радостное с вами будет надолго. Спасибо большое. И не переживайте. Вот, я думаю, интеллигент, на которого хотели равняться, у вас это получилось. Вы на самом деле очень интеллигентная женщина, мудрая, да еще и красавица в наряде, да, в этом. Прямо. Успевайте, приходите на наши общественные мероприятия. И рад я вас очень. Хорошая квартира такая светлая, на старости лет. Так что живите здесь счастливо.
к нам приходите, в Мумдор приезжайте. Спасибо. Я эту квартиру, это была моя мечта напоследок в жизни. Ну, вот видите, мечты у вас сбываются. Да, видимо так. Вера, Мгм. да. Тоже мы. А сейчас мечта у него мудрости. Заключение сделали? М? Заключение. А заключение. Дорогие друзья, мы завершили беседу с Таисией Николаевной, которая, когда началась война, ей было 4 года. Несмотря на то, что она прожила тяжелую послевоенную жизнь, когда приходилось питаться лебедой и крахмалом, когда сахар был только лакомством, который выдавали по праздникам из сундука кусочек. Она была всю жизнь оптимистом. Она говорит, что она была счастлива и во времена своей молодости, вспоминает эти времена с радостью. Счастлива она и сейчас. Поэтому я, особенно молодым людям, желаю оставаться и быть такими счастливыми всегда, как Таисия Николаевна. Пусть она будет для вас примером. Как для нее когда-то были примером интеллигенты, которые приехали в ее глухую деревню.